Это придворовая территория возле каждого многоквартирного дома в микрорайоне Новый в селении Яндери благоустроена в 2017 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Тогда здесь установили более 50 скамеек, урны и посадили деревья. Также не забыли о детях и построили им 6 игровых зон. Это обеспечило комфорт и создало новую атмосферу для жителей. С течением времени состояние благоустроенной территории начало ухудшаться. Лавочки в ветхом состоянии, а количество урн уменьшилось в разы. А вот детские площадки уже безопасными не назовешь. Если мы сами не будем следить, если мы не будем соблюдать порядок, ни администрация, никто ничего не сделает. Но администрация, естественно, должна за этим следить. Раз они что-то делают, они должны как-то регулировать и уход за этими объектами. Детские площадки, ажвис. Мало ли что там, может быть, там качели где-то, там что-то сломалось. Проблемы жмеи, жнаха. Чтобы сохранить то, что сделано, важно проводить регулярное техническое обслуживание благоустроенных объектов. По словам местных жителей, контроль здесь никем не осуществляется с момента их постройки. Как минимум, органы местного самоуправления должны были взять проблему под свою ответственность. Первое время после постройки домов и после того, как были благоустроены эти площадки, там не было управляющей компании, не было ТСЖ. Соответственно, должного ухода и контроля не было за этими площадками. Это общедворовое имущество, общедомовое имущество. Все, что на этой земле находится, это, по сути, собственность граждан, которые имеют там квартиры. В 2020 году после отказа жителей создать свое ТСЖ местная администрация провела аукцион. Конкурс между управляющими компаниями. За порядком большинства домов микрорайона отвечает УК «Ремкомсервис». На компанию и легла ответственность за благоустроенные площадки. Но, как мы видим, приводить их в порядок никто не собирается, а жители и вовсе жалуются на управляющую компанию. У нас лавочка одна стоит, еле-еле дышит. Одна. Мы выходим на одной лавочке сидим. Лифт один день работает, 3 дня не работает. В подъезде лампочки не прикручивает. Говорит, вы сами должны прикручивать. Бардак у нас в подъезде. Это управляющая компания так говорит, да? Да. Он сказал, надо вам лампочки, сами вкручивайте. А почему я должна лампочки вкручивать, а? Каждый месяц, кажется, управляющая компания проводит сборы средств. Никакого. Вот 2 года живу, я его не вижу. Хочет приезжать, не хочет не приезжает. Сборы не проводили? Нет. Если бы даже проводились бы сборы, вы платили бы деньги? Да, конечно, если платят. А же ремонта Какой ремонт, когда лампочки не вкручиваются? Ну, какой ремонт? В управляющей компании, в свою очередь, отмечают, жители сами виноваты в неблагоприятных условиях на территории их домов. Большая часть владельцев, как говорит директор управляющей компании, не платит ежемесячный взнос на обслуживание домов. Все же упирается в средства. Отсутствие денежных средств, конечно, это большой фактор, значит, тех или иных недочетов. Нехватка денежных средств в основном. Почему? Потому что платежеспособность крайне, конечно, низкая. Население оплачивать особо не стремится. Также в принудительном порядке, то есть там через судебные органы приходится работать, но все равно, что в любом случае мы ниже среднего уровня находимся. А без средств содержать детские площадки, скамейки, устанавливать новые урны компания не может. Так что все взаимосвязано. Состояние придворовой территории прямо пропорционально сознательности местных жителей. Благоустройство возможно только при соблюдении платежной дисциплины.